Добрый день, уважаемые жители города Ижевска. Так городская администрация заботится о своих жителей. Со вчерашнего дня у всего квартала нету холодной воды. Властям города на жителей наплевать. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Представляю вам кадры заботы городской администрации о жителях нашего города. Как вы можете видеть, произошел порыв на теплотрассе. Вот, пожалуйста, представляю это все я вашему вниманию. Вот. Видите, все отдыхают, и никому дела до этого нету. Вот, как видите, тут порыв. Вся улица Краева в грязи. Воду набрать жителям негде. Просто криминальное бедствие. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как вы можете видеть. Это все, что набежало за день. Вот, прошу вашего внимания. Вот так жители города о вас заботится городская администрация накануне выборов. Вот, представляю вашему вниманию. Жителям нельзя ни помыться, ни, извините за выражение, в туалет сходить, ни попить, ни поесть, потому что нету холодной воды у жителей. И это продолжается каждую неделю, такие вот отключения. Или горячей воды, или отопления. Все называют плановыми испытаниями. Так вопрос, сколько можно проводить плановые испытания и измываться над людьми? Бывший господин Чернышев тоже проводил плановые испытания, начальник городской администрации. Ему на смену пришла Симакова, тоже никчемная чиновница. И это все накануне выборов. Как вы можете видеть, вот порыв на улице Краева. Те, кто должен на это реагировать, им нет никакого дела до жителей. На жителей просто наплевать. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. С 12 марта 2018 года с 8 часов вечера произошел порыв на улице Краева. Как вы видите, вода хлынула по всей улице Краева. Целый квартал домов стоит без холодной воды. Администрации города наплевать на жителей. Вот такие новости в нашем городе Ижевске. Так что веры городской администрации вообще у нас нет. Благодарю вас за внимание, жители города. Будем надеяться, что все-таки вернется совесть городской администрации и холодное водоснабжение, так как и горячее водоснабжение в домах жителей города появится. По улице Восточной, Краева, Воровского,